Кипиево – это самый отдаленный населенный пункт Ижемского района. До райцентра 165 километров пути, из них 80 по реке Печора. Здесь постоянно проживает 719 человек. В селе действует ФАП. Правда, с ноября прошлого года ставка фельдшера вакантна. Всю медицинскую помощь оказывает лишь медсестра. Ижемская райбольница пытается решить проблему. Отсутствие благоустроенного жилья, отдаленность населенного пункта, то есть, в общем-то, она не дает нам решить эту проблему полностью. Но на настоящий период времени мы нашли такой выход из положения. То есть мы составляем график наших сотрудников, которые будут направлены на работу, то есть в помощь основному медицинскому работнику, пока мы не найдем постоянного сотрудника на вакантную должность. Министр здравоохранения Коми отмечает, ситуация с Кипиево постоянно на контроле. Со своей стороны будущему специалисту республика предлагает финансовую поддержку. Сумма в 350 тысяч рублей – хорошее подспорье на селе не только для начинающего медика, но и более опытного. Таким образом, уже удалось решить проблему с кадрами во многих фельдшерско-акушерских пунктах региона. Но работа в этом направлении предстоит еще серьезная. По поводу фельдшерских пунктов мы видим действительно, что у нас есть определенные территории, где работают уже возрастные кадры. И тут, конечно, большая роль придается тем, каким образом привлечь специалиста на работу в сельскую территорию. Конечно, мы все помним нашу советскую систему распределения, когда врач или средний медработник распределялся в территорию насильно. Вот сейчас это антиконституционно, но тем не менее нужно искать пути, как привлечь специалистов. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» как раз одно из таких решений. Впрочем, только усилий Минздрава недостаточно. Власти на местах также должны активно привлекать и удерживать в своих населенных пунктах ценных специалистов, к примеру, предоставлением жилья. Лучше всего эта работа налажена в Кайгородском и Прилузском районах. Последние и вовсе демонстрируют уникальную ситуацию. Там новые кадры готовят сами медики, активно привлекая к этой работе своих детей. На хорошем счету и Сыктывдин. Местная райбольница за последние годы приобрела немало специалистов. В их числе и Анна Иевлева, ныне заведующая лабораторией. Она пришла в 2012-м на смену прежнему сотруднику, который ушел на пенсию. Живу здесь, в Ильгарте. В принципе, особо стремления никуда не было. Мне удобно здесь. Рядышком работаешь, дом рядом. Причем живу в своем доме. Построились как-то. Оставлять не очень хочется. Жалко, чтобы переезжать в другой район, либо в другой город. Пока здесь работаю, устраивает все. По программе «Земский доктор» она получила 1 000 000 рублей. Деньги вложила в строительство дома. Свои жилищные вопросы решил и зав. Отделением стоматологии Дмитрий Петров. Сам он ранее работал в столице Коми, но все же решил променять Сыктывкар на соседний Сыктывдин. Безусловно, программа «Земский доктор» она способствует привлечению молодых специалистов в районы, чтобы люди не концентрировались на работе только в городе, а принимали людей непосредственно там, где они проживают, в районах. Как отмечает министр здравоохранения Дмитрий Березин, за последние годы республике удалось более чем на 25% поднять показатель по обеспеченности врачами сельских территорий. Помогают не только программы, но и прочие поддерживающие меры. Так, северные и районные коэффициенты выплачиваются новым медикам сразу, с первого дня работы, независимо от срока проживания на данной территории. Кроме того, есть и дополнительные выплаты – 100 000 рублей врачам наиболее востребованных специальностей. Любовь Лапина, Дмитрий Ведерников, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган».